мире, где технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни, вдохновение и творчество детей не знают границ. В Кыргызстане одна удивительная девочка решила использовать свой талант для доброго дела, создав собственную компьютерную и мобильную приложение-игру, посвященную защите животных. Это история о маленькой героине, чье творение привлекло внимание общества к проблемам природы и животных. Ее зовут Дарина, ей всего 11 лет. С самого детства она проявляла повышенный интерес к цифровым технологиям и компьютерам. Однако, в отличие от многих своих сверстников, она решила не ограничиваться игрой в компьютерные игры, а создать что-то свое уникальное. Идея пришла ей, когда однажды папа привез домой с охоты мясо дикого животного. Девочке стало жаль животное, и она не стала есть это мясо. Однажды мой папа принес мясо дикого животного, мама приготовила еду, и мне стало жалко этого дикого животного, и у меня возник вопрос, почему люди кушают мясо дикого животного? Дарина решила не просто грустить о судьбе диких животных, а действовать. Чтобы донести проблему для своих сверстников, она решила создать приложение-игру, которая будет не просто развлекать, но и иметь образовательный и социальный характер. Прошло несколько недель, мы в Инстаграме нашли проект или акселерацию Дириконуш, подали заявку, чтобы создать игру на платформе Roblox о защите краснокнижных животных и повышении осведомленности у школьников о краснокнижных животных. Дарина выиграла сложный конкурс цифровых инициатив, и Дигиконуш ей выделил 4500 евро на создание игры. Особую поддержку ей оказал папа, который возил ее на конкурс, помогал продвигать идею. Бары сотка көтөрчүгүнө кызыл сотка көтөрчү эмес. Үйдө ноутбук бар болчу. Ошо ноутбуктан эле көрүп, ушу жаныбарларды көрүп, аркасы эмелерди көрүп, ушундан отуруп эле анан кызыбыз айтып калды, ушундай интернеттен көрүп, атып аткандарын көрүп, буларды эмне атышат, кандай красивый, жакшы бул жаныбарларга айоо эмне кылыш керек, сакташ керек деп анан ошондон отуруп, ушу мобильный приложение жанагы кызыл жоголуп бараткан жаныбарларга деп бир проекти жазган. Анан ошонусу презентация кылып, ошондо как раз мен кызымды өзүм алып келген Бишкекке. Анда ал жерде эң эле кичинекей кыз биздики болчу да. Ошондо 5-класс окуп аткан. Калгандарынын баары эле чоңдор экен. 18-ден өткөндөр экен. Анан ошондо кызыбыз презентация кылып, долбоорду алып келип катышкандар 35ке жакын өзүнүн презентациясын кылганда, ошондо биздин кызыбыз 35-ин ичинен ошондо бир 6-7 чыккан, 7-5 ошондон чыгып анан 4,5 мың евро утуп алып. Техническую часть взяли на себя студенты-программисты. Так появилась Красная книга Кыргызстана, приложение, в которое игроки могут не только погружаться в увлекательные приключения, но и узнавать о жизни различных животных, сталкиваться с экологическими вызовами и принимать участие в их решении. Тут мы должны пройти лабиринт. Вот эти камни с рисунками, это у нас подсказки. То есть факты о благородном олене Бурумарал. Тут мы должны найти выход, чтобы добраться до оленей. Дарина вложила много усилий в воссоздание природных достопримечательностей Кыргызстана. Игроки могут исследовать красивые горные пейзажи, живописные озера и дикие заповедники, встречая разнообразные виды животных, которые нуждаются в защите. Подсказки в игре, все игроки должны читать это, чтобы потом открыть ворота. Без подсказок, если они не посмотрели ни на одну подсказку, они не могут пройти дальше, потому что не знают правильного ответа. Эта особенность приложения не только позволяет детям узнавать о природе своей страны, но и подчеркивает важность сохранения этой красоты для будущих поколений. Каждый уровень становится новым этапом в путешествии. Чтобы пройти его, игрок должен ответить на вопросы, ответы на которые он получил в процессе игры. Тут мы уже видим наших оленей много. И переходим на второй уровень. Игрокам предоставляется возможность взаимодействовать с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных Кыргызстана,
Бугу, Бурый медведь, Снежный барс и другие. Каждый персонаж представляет уникальный вид. Игра помогает узнать об их особенностях, проблемах их выживания и способах помощи им. Наша задача игры – это статус медведя. Осенью медведю нужно накопить жир, чтобы зимой впасть в спячку. Твоя задача – найти подходящую еду и накормить его. Идем. Дикие яблоки. Тяншанский драконный медведь охотно ест дикие яблоки. Мы кушаем, и на 15% заполняется. Дарина утверждает, что в процессе создания игры она сама узнала много нового о своей родной природе. Снежный барс, архар, медведь тоже есть, рысь наша, еще какие. Из птиц тоже есть орел наш, с насекомых, с рыб, с млекопитающих. А почему, на твой взгляд, очень важно их защищать? Эти животные, они же редкий вид. Это не как коровы, которых можно встретить везде или только в некоторых странах. Эти животные, у них могут обладать каким-то... Вот, например, как снежный барс, у некоторых нет уже видов кошачьих, такие пятна, как белые, черные. Есть пантера, которая полная черная, она тоже вымирающая или тоже в красной книге в какой-то стране занесена. Вот так думаю. Игра быстро привлекла внимание учеников ее школы. Родители Дарины даже организовали школьный чемпионат, где дети, которые наиболее быстро прошли игру, получили денежные призы. Ата-энеси дагы мектеп менен абдан тыгыз байланышта, Даринаны дайыма колдоп, анын талантын ачууга жана жөндөмдүүлүктөрүн ойготууга дагы абдан чоң салым кошуп келатат да. Дарина не просто создала игру, она зажгла искру в сердцах детей и взрослых, побудив их задуматься о собственных действиях и влиянии на природу, и вдохновляя других детей на маленькие подвиги. Мен бул оюнду мурдакы жылы ойногом. Бул жаныбарлар кызыл китепке жөн кирген эмес, аларды биз коргошубуз керек. Бул оюн абдан кызыктуу экен. Бүт окуучуларга сунуштайм. Анткени ушул оюн менен кайсы жаныбарлар кирет, аларды кантип коргоо экенин ушул оюндан билсе болот деп ойлойм. Биринчи раундда мен таштарды подсказка менен издеш керек болчу. Анан до конца өткөндөн кийин правильный ответтерди айтыш керек да. Ну, я много узнала про там животных, которые там говорили. Там было фактов, подсказки были про животных. О черепахах, которые летали в космос. Я это не знала сперва, вот там из-за этой игры узнала. Преподаватели отмечают, что в учебе Дарина проявляет особый подход и смекалку. Дарина тапшырылган тапшырмага бир эле кылка, бир көз караш менен, бир багытта көз караш менен эле аткарбастан бул абдан изилдейт, ал тапшырылган тапшырманы изденет, анан ар кырлуу кылып аткарып келет. Моменттер болуп калат. Светлана Мамбаевна могу маселени монтсек болот экен деп мага кеңешин айтат. Аябай сонун кеңештерди айтат. Биз аларды пайдаланабыз. А еще Дарина ведет инстаграм-страничку школьной футбольной команды. В ближайших планах Дарины создать искусственный интеллект на кыргызском языке, который будет помогать подросткам справляться с их психологическими проблемами. И в моих планах создать модель ИИ на кыргызском языке, которая помогает подросткам, когда у них начинается депрессия, апатия и так далее. Сейчас мы ищем приложение или сайт, где можно создать модель ИИ и данные, чтобы ИИ понимал именно кыргызский язык с русским языком. В этом мне помогает мама и наш ментор с Новой Зеландии. В будущем Дарина мечтает стать программистом и создать еще множество полезных игр и приложений. Я пока не определилась, но хочу стать, наверное, айтишником. Думаю, создавать дизайны разных сайтов или работать в Гугле, делать дизайны, или же создавать игры и приложения. Проект DigiKomush финансируется Европейским Союзом. Его реализует неправительственная организация Центр гражданских инициатив «Лидер». Благодаря этому НПО
в сельскую местность всего Кыргызстана внедряются инновации, жители обучаются цифровым навыкам, учатся, как правильно строить стартапы и выходить на самоокупаемость. Благодаря активной деятельности НПО сельская местность Кыргызстана претерпевает настоящую цифровую трансформацию, способствующую развитию сельского хозяйства, образования и других областей. Дарина – пример того, как даже самые маленькие герои могут создавать большие перемены. Ее приложение «Игра» стало не только символом защиты природы Кыргызстана, но и источником вдохновения для тех, кто мечтает сделать мир лучше. Так, дети становятся не только пользователями технологий, но и их творцами, а маленькие истории превращаются в великие подвиги. Дарина показала, что будущее в руках каждого ребенка. И если этот ребенок готов принять вызов, то он способен изменить целый мир.